Поселок Уснера, созданный в далеком 1937 году, как и все поселения республики, имеет свою историю. Одна из страниц этой исторической книги тесно связана с ГУЛАГом, временами репрессий. Конечно, за давностью лет об этом времени осталась только память. Память детей тех сидельцев, что тачкой, киркой и лопатой возводили в наших краях дороги, строили поселки и оставались в них жить. Героиню нашей передачи зовут Надежда. Только так мог назвать своего первого ребенка человек, отсидевший на Колыме 1,5 десятка лет. Ну, родилась-то я как бы волей судьбы-то ясно, что здесь, на Балаганахе. Родители были заключенными тут, сидели. Мама по бытовой, как раньше колоски были, а папа по 58-й, по политической. Отбывал тут срок. Поэтому родилась я тут и по сей день тут. Ну, где родился, там и пригодился. Ну да. Так что вся жизнь прошла тут, в совхозе. Ну, сначала на Благонахе. Помнишь тот период, когда еще там была зона, или не помнишь? Я вот не помню. И вот как-то сколько раз, когда заходит разговор, да, что там вот зона, заключенные, ну, папа же ведь вот был заключенным, сидел, да, чтобы нас вот, дети ж мы бегали, чтобы нас предупреждали, вы там, как сейчас, не подходите к дяде, там, к чужому, там, никогда не предупреждали, ведь, а были же ведь и заключенные же ведь, и все ж. Вот они освобождались же ведь, да, как-то не было такого. Ну, вот именно каких-то вышек, каких-то, я что-то вот даже и не помню. Были они, не были. Хотя бегали ж мы везде же. Вот за полями, сопки были. Мы ж там постоянно. В конце там была канибаза, мы ж там в лес везде бегали, там и купались же, ведь речка разливалась, заводь-то это. Мы ж там все лето вплюхались в этой воде. Ну, судя по тому, что ты имеешь статус жертвы политических репрессий, да, значит, мама твоя на момент твоего рождения еще была в зоне. Не мама, папа был. Папа был, да? Да, папа был в зоне. Его осудили в 1938-м. Вот, он с Белоруссией. Дали 10 лет по 58-й и отправили в Магадан. Он весь срок, 10 лет, просидел в Магаданской области. А потом его освободили в 1948-м. Через 10 лет, ну, машинально, опять же, накинули, уже в 1939-м, по-моему, стали давать 20 лет-то. В 1937-м, когда вот еще было, только 10-летку давали, 10 лет. А тут уже опять, и ему накинули еще 10 лет. И он в общей сложности отсидел 18 лет. Вот когда его первый срок закончился, и дали второй срок, его... Они там пересуд автоматически и отправили сюда, в Якутию. Вот он тут на Балаганахе досиживал. И когда его стали освобождать, реабилитацию стали давать, я уже родилась. Я в 1954-м родилась, а он в 1956-м его освободили. Поэтому я и получаю, есть статус репрессированной, что я родилась как бы в лагере. Я и Валя, мы вдвоем. Галя уже не попадает. Каким помнишь отца? Мама, наверное, потому что раньше ж не было ни холодильников, ни стиралок, ничего, а нас 4. Постоянно вот такие, это же завтрак надо приготовить, свеженький обед приготовить, ужин приготовить, постирать на 4, там и больше много хозяйственных дел это. А папа больше как-то вот с нами. Какие-то зимой, вот мы же там и горки делал, и круги, там вот это ж на таких длинных жердях раскручиваются, мы там
по большому радиусу. Вот это ж летом все время, ну, правда, с мамой уже мы, конечно, обязательно как мы говорили, на ту сторону переправлялись через речку, и там у нас была большая поляна такая, песчаная, очаг был с камней сложен. Морда у него там стояла, рыбу мы на этих камнях жарили. Тут мама нам травяной чай, тут же насобираем всякие травки. Ну и вот такие эти. И он как-то больше вот с нами играли в детстве. Вот. Наверное, у него чуть посвободнее было времени. Мама больше в хозяйственных делах. Ну вот и не знаю, все время добрым, но я никогда не помню, нас никогда не наказывали. Вот уж чего, вот не было такого, чтобы на нас кричали, не дай бог шлепнули там. Всегда же в лес с папой ходили же, ведь и за малиной подымались, и за смородиной ездили. Сейчас, если бы приехала на Балаганах, узнала бы местность? Ну, только по расположению сопок. Я как-то была там уже, ну, там осталось уже буквально, я не знаю, тут вот на переправе, там вот эти какие-то домики. Ну, а сейчас там уже вообще, наверное, все заросло-то. Когда последний, говорю, тут вначале было немножко, что-то такое разваленное стояли. Уже самого поселка-то и не было. Вроде все в ее жизни было как у всех. Учеба, любовь, семья, дети и работа. Работа не тяготила ее никогда, хотя была, скажем так, нелегкой. Надежда Феликсовна – овощевод с большим стажем. Надо сказать, что Нерское отделение совхоза «Дружба», где все время и работала Надежда Феликсовна, было довольно крупное подсобное хозяйство ГОКа «Индигир-Золото». Оно имело 7 животноводческих помещений, 2 типовых птичника с клеточным содержанием 15 тысяч кур, парники, теплицы, пашни. Работал автотранспортный парк и ремонтно-строительный цех. Эту информацию и некоторые фотографии нам предоставили в отделе районного архива. Здесь же мы случайно, но очень кстати, встретили ранее жившую в совхозе женщину. Совсем немногие помнят о нашем совхозе. Мы выросли. Родители у нас работали в совхозе. Мама работала диспетчером в гараже, отец работал водителем. Тогда было детей много. Мы ходили в детский сад, мы учились в школе, ездили в Неру на автобусе. В совхозе всегда было много народу. У нас было теплицы, фермы, стройцех, гараж, столовая даже была у нас. Работали летом мы на полях, в теплицах мы работали. Надежду Феликсовну я хорошо знаю. Она работала тепличницей, всегда такая загорелая, веселая. Она вместе с сестрой работали на теплицах. На доске почета в конторе всегда висела ее фотография. Вся жизнь прошла тут в этих теплицах. Ну, а что у нас коллектив хороший всегда был. Работа мне нравилась. Я всегда с удовольствием как-то на работу ходила. Ну, тут вообще-то были же ведь и коровы, большие стада. Где-то, наверное, коров 300, наверное, было. Что-то очень большие были. 2 стада было на дальнем и здесь. Вот. И теплиц очень много было. Мы сдавали тогда и капусту выращивали же, ведь все прииска, все снабжались капустой. Как бы совхоз-то был большой. Это и планы у нас, вот мы в теплицах брали. Одних огурцов только по 20 килограмм с квадратного метра. План такой был, давали. Мы выполняли, еще и перевыполняли. Каждый год же берешь обязательства и стараешься его выполнить. Поэтому как-то я выполняла. Грамотно, долго. Сколько у тебя теплиц было за тобой закрепленных? Ну, обычно нам давали теплицу с огурцами и теплицу с помидорами.
теплицу с огурцами у нас всегда 400 квадратов было. Мы вот вдвоем работаешь обычно, по двое. 400 квадратов огурцов. И, ну, теплицы разные, 250-300 квадратов помидорные. Теплицы мы вообще рано же, ведь уже самые первые теплицы уже в марте у нас были посажены. А до марта? А до марта мы делали, ну, где-то вот уже, наверное, ноябрь, после праздника мы выходили, делали горшочки под капусту. Вот в сентябре, в конце у нас, в начале октября заканчивался сезон. Мы убирали все теплицы, перекапывали и все. И уходили в отгул на месяц. А вот после 7 ноября мы выходили и делали горшочки под капусту, под рассаду. Это вот ноябрь, декабрь, январь. В феврале мы уже выходили на улицу, чистили теплицы от снега. Сколько агрономов было в совхозе? Один. Один. Привалихина Екатерина Гавриловна. У нас вот сколько я работала, она была. И бригадир был. Геннадий Иванович. И все, да? Да, да. Ага. И все вот это хозяйство и поля, да? Да, да. В теплице откроешь и идешь в поле. Сажали капусту. Сначала все это вручную были, потом же машины же ведь стали мы на машинах. 2 трактора были, которые вот с посадочными машинами. Сиденья эти мы сажали. Потом также ходили, придешь после этого поля, давай в теплицы поливать да ухаживать. Так вот целыми днями и было. А потом прополка начиналась. Все тоже в рабочее время. Ты ж потом приходишь в теплице, что-то делаешь. Не помнишь, сколько человек в растениеводстве работало? Ну вот такое, когда самый такой расцвет был у нас, или 23, или 24 человека у нас было коллектив. Это выгодно? Есть смысл заниматься здесь вот сельским хозяйством, выращиванием там огурцов, Ну, помидор, зелени? Тут надо, конечно, этот вопрос больше бухгалтерии, которая считает, как это выгодно или невыгодно. Так-то совхоз существовал же на дотации от комбината. Мы же были подсобное хозяйство комбината. Они как бы нас содержали, и уж выгодно, если там посчитать это по деньгам. Поэтому я не знаю уж, как сказать. Но выращивать можно, да? Ну, выращивать-то, конечно, можно. Все же росло. Мы же в теплицах своих, там у нас и баклажаны росли, и кабачки росли, и арбузы росли, да. И притом хорошие арбузы были. Где-то там в ящичках на краю где-то сажали же, ведь все росло, да. Ну, там потому что своя котельная была именно. И она все лето топилась специально же для этого, чтобы, допустим, полить теплицу. Мы рано утром прибежишь, там часов 7, пока еще детей в садик не отвел, сбегал, вот это перекрыл краны, чтобы вода остыла. А потом уже приходишь на работу, начинаешь поливать хорошей теплой водой. Поэтому оно как-то и росло хорошо. Когда мы заговорили о семье, о детях и внуках, как-то по-особому засветились ее глаза. Казалось, даже голос стал звонче. Дочь отучилась, закончила Иркутскую экономическую академию, потом закончила Красноярский институт управления. Сейчас работает в Магадане, живет там, уже давно живет. Ну, сын водитель. Сейчас он живет в Кемерово. Там дом купили. В гости есть? Да, каждый год. 1 год специально к нему езжу, а 2 год мы где-нибудь с дочерью отдыхаем, потом заезжаю к нему. 2 внуков. Внучка закончила
Петербургский медицинский университет имени Павлова. Сейчас там работает и живет. Вот. Папа ей там купил квартиру, она теперь там осела. А внук в Перми закончил тоже университет, но он работает дистанционно в Питере. Такая вот семья моя. А сама здесь, да? А сама здесь, пока здесь, да. Планируешь поехать куда-то? Ну, не знаю, дети зовут. Ну, тяжело одной. Ну, дети зовут уже, жесткие условия начали ставить. Надежда Феликсовна до сих пор в строю, не представляет себя без работы. Руководитель организации, где она после выхода на пенсию работает вот уже почти 15 лет, говорит, что другой такой им не найти. Ну, в коллективе, как человек, она очень добросовестно относится к своим обязанностям. То есть у нас с ее появлением у нас, ну, и раньше был чистота, порядок, ну, а сейчас у нас более, ну, сами видите, что у нас, ну, достаточно чисто. Летом занимается она у нас цветами. В коллективе ее очень любят, уважают. Я могу сказать то, что на нее всегда можно положиться. Она отвечает у нас за чистоту и порядок. Насколько я знаю, то, что Надежда Феликсовна, у нее родители были узники, в лагере. Надежда Феликсовна у нас очень любит путешествовать, насколько я знаю. Каждый год она ездит в отпуск, тесно общается со своими детьми, с внуками. Каждый год она ездит обязательно. То есть она работает достаточно уже давно. И заменить замену будет очень-очень сложно. Уже, как говорил, она любит заниматься растениями. То есть она по своей инициативе каждый год садит растения, то есть цветы. То есть облагораживает территорию нашу. На крыльце обычно мы цветы всегда выставляем. То есть они стоят до осени. Пока до первых заморозков. Ну, не знаю, я как-то никогда не сидела дома. Вот одно время было, что когда кооператив закрылся и работа прекратилась, и я просидела дома какое-то время. Ну, хотя мне по возрасту, тогда мне уже было 57 лет, вот я пошла в пенсионный работать. Как бы сам себя утешаешь, да сиди, пенсию заработала, что, теплицы есть, как говорится, развлечения, занимайся, да и... Ну, не знаю, какое-то не очень приятное состояние, как будто уже... свой жизненный путь закончил, какой-то выкинули тебя вроде за борт, уже все. Не знаю, я себя не очень приятно чувствовала, сидя дома. Хотя вроде и сидеть-то особо не было. Ну вот пошла работаю. Ну, у меня и до сих пор нет холодно зимой, мороз, темно. Встаешь, нет такого, что ой, да пропади все пропадом, никуда не пойду, да. Нет, я спокойно встаю и иду на работу. Нет такого, что я не хочу прям. Может, поэтому я и работаю так до сих пор еще. Что... Вы планируете день, чтобы все успеть? А что его планировать? Утром встал и на работу. Ну, свободное время. Вот летом сейчас с работы приехал, теплица. Ну, зимой, конечно, нет. Ну, так дома что-то. Читаешь, вышиваешь. Ну, сейчас уже вязать я стала меньше. Раньше, когда дети были, они все были обязаны. И все мои кофты и полуверы всякие, все вязала. Все были одеты в самовязанных. А сейчас-то я уже такого как-то не стала вязать. Ну, больше вышиваешь. Любишь что-то вышивать, например, чисто цветы там, или картины, или там,
Не знаю. Нет, ну почему-то мне всегда хотелось рисовать. Но я никогда... Ну, одно время пробовала, но не получилось. А потом вот увидала, пришел каталог, раньше много каталогов приходило. И пришел каталог вот с вышивками. И я первый каталог, вот это, где увидала вот вышивка, это Саврасов. И стала выписывать по каталогам. Ну вот мне больше нравится вот вышивать как-то картины каких-то известных художников, ну или что-то такое. Сейчас что вышиваешь? Сейчас, ну сейчас, раньше каталог был вот такой вот, маки на столе. Ну, он тут. Так а что ее тут? Она у меня заправленная в этот. И хотя сейчас Надежда Феликсовна живет одна, теплица и огород в ее жизни присутствуют по-прежнему. Может, это любовь? Любовь к земле и ко всему, что на ней живет и растет? Ну, наверное, уже сейчас просто и любовь. Просто раньше это была работа в теплицах все время. Потом, во время перестройки, это было единственное, что я могла делать. А именно вот теплица, что начинала выращивать рассаду, продавала овощи, продавала. Первое время продавала, конечно, даже как-то и стыдно было. Раньше ж мы, если какие-то овощи остаются, раздаем, а потом надо продать. Как-то вроде даже стеснялся, думаешь, продавать. Хотя потом сознание уже перестроилось, и думаешь, ну ты ж вырастила, почему не продать? Что это уже нормально стало. Вот. Поэтому это был единственный какой-то дополнительный заработок. Тем более, особенно тогда, когда зарплату не платили. Ну, а потом так уже привыкли. У нас и в детстве всегда огород был. Мы всегда все свежее кушали. И сейчас я представить не могу, чтоб летом без свеженького салата, зелени, огурчика, как это... Поэтому выращиваешь уже, конечно, не в том объеме, что посадил уже одну тепличку, так всего понемножку, чтобы тебе хватило. Надежда Феликсовна Ермакова – ветеран труда, имеет множество грамот и благодарностей. На 8-м десятке лет продолжает работать. Не потому, что чего-то не хватает, а потому, что хочет быть нужной. И совсем не важен вид работы. Она с детства помнит пословицу «Не место красит человека, а человек – место». И верится, что где бы она ни жила, чем бы ни занималась, она всегда будет стараться приносить пользу.